Отдых в горах Ингушетии становится более комфортным. Живописные уголки природы обустраивают в рамках проекта благотворительного фонда Гуцериева «Сафмар». Так, в Джейрахском и Сунжинском районах появятся 2 десятка туристических остановок. Все строительные работы ведутся из экологически чистых материалов. Репортаж Зелимхана Калоева. Настоящим подарком для жителей и гостей республики стало строительство туристических остановок в горной местности. Их будет 20 на территории Джейрахского и Сунжинского районов. 14 остановок уже готовы и с огромной радостью эксплуатируются отдыхающими здесь людьми. Еще 2 завершат в течение 1,5 месяцев, а оставшиеся 4 возведут до конца текущего года. Финансирует данный проект благотворительный фонд «Сафмар». Напомним, что на одной из рабочих встреч с Махмудом Али Калиматовым основатель фонда «Сафмар» Микаил Гуцериев рассказал о планах развития туристической инфраструктуры, подчеркнув, что Ингушетия должна стать жемчужиной России в сфере туризма. Благотворительный фонд «Сафмар» Гуцериев Микаил Саварбекович делает вот такой подарок для жителей и гостей республики. Таких подарков будет в этом году, в 2023 году, 20 штук. Такие беседки, стоянки необходимы. Первое – чистота, да? Красиво. Даже сказал бы так, нам, вы знаете, много сотен лет назад наши прапрапрадеды оставили башни, да? Красивые башни в горах. Нам нужно вот это сохранить для наших праправнуков. Строительство этих остановок в горной местности уже стало важным шагом в развитии туризма региона, а также поспособствовало повышению экономического потенциала местности. Джейрахский район всегда славился своей уникальной природой и памятниками древней архитектуры. Всегда привлекал людей, особенно туристов из других регионов страны. А сейчас, когда здесь созданы абсолютно все удобства и отличные условия для безопасного отдыха и путешествия, от желающих посетить родину башен нет отбоя. Я из города Тулы, где тульские пряники и тульские самовары. Огромный привет жителям Ингушетии от туликов. Приехали посмотреть вашу прекрасную республику, вашу прекрасную природу. И знакомство с вашей республикой начинается с такого прекрасного места, где мы проходим паспортный контроль и имеем возможность перекусить. Прекрасную остановку сделали для туристов. Мы очень благодарны и будем к вам приезжать. Нужно такое направление развивать, и огромное спасибо, что вы это делаете. Классно, что можно прийти, приготовить, допустим, шашлык, посидеть в компании. Это очень круто. У нас в Москве таких мест мало, в принципе. А то, что это еще можно вот так приехать и на природе отдохнуть, это очень классно. Привалы, они делают места более привлекательными для туристов. И я думаю, что это плюс, опять же, этому месту. И если про это рассказывать, и туристы про это будут знать, то я думаю, поток увеличится. Туристов в горной части Ингушетии стало больше, это подтвердил и глава Ляшки Иса Котеев. Только его селение в день посещают порядка 250 человек. Такой интерес, во-первых, он связывает с тем, что здесь проживает весьма самобытный и гостеприимный народ, с обычаями и традициями которого хочется знакомиться ближе. Во-вторых, люди едут туда, где им комфортно. А обеспечить именно это условие стало возможным благодаря Махмуду Али Калиматову, который привлек в республику крупного инвестора в лице Микаила Гуцериева. نوقش حم حقولي بقل ضحولا جوز بي موتك يشون خيستي تن موتك مية ير حياة تاجر ميكيلا بي بتشها بركو اللوسو خص عمدية أو تتعاقد لارات وحنيات نبلو يحكيوس كذا والدينا أوز شبعاسك شبع أربعاسك حد واوس турист حد اللي تاع موتك عنصر صلاة موتك أسبوع مش بين حد. Сегодня хочется сказать большое спасибо главе республики Махмуду Али Макшариповичу о том, что вот привлек благотворительную компанию в лице Гуцериева Микаила. Благодаря этим 2 людям у нас есть возможность сегодня построить несколько таких объектов, то есть, чтобы привлекать больше туристов. Когда есть такие места, туристы больше приезжают, потому что где-то человек хочет остановиться, отдохнуть. Не меньше туристов преображением рады и сами жители республики. Они тоже стали чаще выбираться с семьями и большими компаниями на отдых в горы. И если гостей, как правило, не особо интересует, кто стоит за созданием таких удобств, местные все это знают и ценят, а также призывают всех остальных соблюдать чистоту и порядок.
خوش وبادات بوضع وبوضع سو دق هم حدات وشلي والله مش مصلحة بس وقت ديك فانو دا ملا خبطة ملبا بوخ دي بس دا حيج لا تل ترقب حياي داقش داخات أسواقش داخات جو وقت ده صار دير لا جو وقت ده. Выехал отдыхать с семьей. Обычно я ездил в сторону Таргима и Гекала. На эту сторону я ездил, наверное, лет 5-6 назад. И сегодня приехал, я был очень приятно удивлен. Место очень хорошо благоустроено. Есть место сесть, чтобы отдохнуть. Мангал для котла, чайник, все есть, все на месте. Очень удобно. Думаю, прекрасно можно провести семейный досуг. Если такое место у нас в республике есть, такая природа, зачем вообще выезжать куда-то за пределы? У нас самое красивое место, самая красивая республика. Сегодня выехали с семьей, решили отдохнуть. Такие домики прекрасные. Далса, дол, дердячуна, ерди, ахтубянчуна. Вазандял, баргиш, могуж, мяш, бош, что аха, лела, сала, нацхал, масняр, вазандял. А что вы будете делать? Я буду делать хинкали. У нас шашлык куриный, хинкали, печень, мясо вареное. Место со всеми удобствами есть, да, чтобы приготовить? Все удобства. Алхамдулилlah, все есть, все условия. Нам бы побольше таких. Главное, чтобы поддерживали порядок, чистоту за собой. قسم يدخل باخ يدخل باخ ورشتد بيد من الوسط والله تام زيت جدا يا تيجي اشت كسكس بلاطو هم يبوخ بيا يموت هم معقول بمبات يبوخ يجوا خذ بوخ بير دي بوخ بير كل بيتشا دير ياس ودا ساعدوت دا شيء نعم نوت خذ حمل değerli hamdı. Vallahi udur var. Sözü saçın açılıyor. Sala var. Ve prezidenta Tümleke Allah gösteriyor. Sen Müslüman barkul Allah der konç. Ağuk tutar razgul der. Ya Allah mesruluk ve datkosu ya ha arif hujjat ya tawridas hayya khaqda. Allah mesuli arif hujjat sunna. O zahirmeti gir toyuz dikhatkom. تخن ويتك لام حاشي أخدق وي أصله وجدك ياسر هنز يه أصله شيء على ترويوش ناخ زقتري قبر ترويوش ناخ تان بركل الله تون قاسته هني على شيء وش بحندولش وش ناخ بحندولش وي غل غايسي دري الله دري وش ترويوش بول تروي خلر سو ناخ يحيولش بول ناخ بوش وش بحندولش تخن وي هم الله تجد تخن نقلادني بريمير يبين تخن وقال دان خذ أصله ويجولش مال عتيش مالك بوات خذ عيني خذ عغيشة استول قدر أسلوبي سداد داغ يدخوس ديال رياس خلطان دال ساعة دولتسار. К бережному использованию туристических остановок и беседок призывают и возводившие их специалисты. Кстати, в рамках реализации проекта фонда «Сафмар», направленного в первую очередь на сохранение окружающей среды, строители применяют исключительно экологический материал. Камень местный, бревна привозят из Красноярска. Все для того, чтобы не нарушить гармонию с природой и древней архитектурой, которую нам подарили предки. Материал мы используем в основном местный материал. Но бревна, так как отсутствует в Ингушетии, такого производства нету, мы заказали с севера, с Красноярска. Ну, природный материал. Природный материал, согласно нашей архитектуре, под все. Это сделано для людей, чтобы люди пришли, сели, отдохнули, пообедали, перекусили, провели пикник, за собой убрались и ушли. То есть, если люди, благотворительный фонд «Сафмар» делает такую красоту для людей, но сохранить и за собой смотреть, я думаю, это не должна быть проблема. Большая часть работ по возведению и обустройству стоянок была завершена еще до открытия летнего сезона. Это, конечно же, позволит республике ощутить значительный приток туристов, а местному бизнесу – рост доходов. Отметим, что Ингушетию планируют сделать обязательным пунктом посещения туристов, открывающих для себя Кавказ и влюбленных в его красоты. А для большей привлекательности в ближайшее время в горах республики также появятся кафе и рестораны в этническом стиле с разнообразной национальной кухней. Зелимхан Калоев, Новости 24.